Магниты обладают способностью притягивать к себе небольшие железные предметы. Тела, способные длительное время сохранять свойство притягивать железо или его сплавы, называют постоянными магнитами. Кусок железа можно намагнитить. Для этого поднесем близко к нему магнит. После удаления магнита большая часть опилок опадает. С помощью динамометра сравним силы притяжения железного шарика разными частями магнита. Магнитными полюсами называют те места магнита, в которых магнитное действие проявляется наиболее сильно. Положим между магнитными стрелками магнит. Поворот стрелок в определенные положения означает, что магнитное поле действует на стрелки. Положим лист бумаги с железными опилками на полосовой магнит. Опилки расположатся в виде цепочек. Наиболее сильное действие проявляется возле полюсов магнита. Два полосовых магнита обращены друг к другу северными полюсами. С помощью железных опилок можно получить картину магнитных полей. Два полосовых магнита обращены друг к другу разноименными полюсами. По картине, полученной с помощью железных опилок, видны линии магнитного поля. Повторим опыт с подковообразным магнитом. Перед нами картина магнитного поля подковообразного магнита. Обратите внимание на почти параллельные цепочки опилок между полюсами. Такое поле называют однородным. Линии магнитной индукции однородного поля параллельны друг другу и располагаются с одинаковой густотой. Если линии магнитной индукции перпендикулярны плоскости чертежа, то их изображают в виде точек и крестиков. Вектор магнитной индукции можно представить стрелой с оперением.